Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 14 апреля. Это у нас с вами вторник. Значит, мы будем смотреть на колоде Пасян цыганский. Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть очень позитивным. Позитивным, радостным, с хорошими событиями. Поэтому будем смотреть на пасьянсе, да, так как нам, в принципе, детали будут особо не нужны. Почему я так думаю? Да, потому что у нас, видите, выпадает аркан Солнца. Если мы складываем 14.04.2026, получается 1,4,4, 2,2,6. В сумме получается 19. А за 19 аркан отвечает Солнце. Поэтому Солнце обещает день солнечный, теплый, позитивный, наполненный любовью, эмоциями. Очень хорошо в этот день проводить время с семьей, с детками, заниматься там любимыми какими-то хобби, увлечениями. В общем, больше посвящать время себе, отдыху, отдыхать, наслаждаться жизнью. Да, то есть как бы дела можно отставить в сторону. Ну, в принципе, если кто-то что-то важное наметил на этот день, то, опять же, по карте Солнца, скорее всего, все будет удаваться и получаться. А также еще у Солнца есть такой нюансик, моментик. Очень часто Солнце высвечивает, показывает что-то, что от нас было скрыто, спрятано. Да, как бы все вытягивает наружу. Поэтому, возможно, еще узнаете какие-то новости. Услышите какую-то информацию, которую до этого не знали. Ну что, первый у нас Овны, 14 апреля. События дня, Овны, вторник. Как пройдет вторник для Овнов? Покажите мне основные события. Вторник, 14 апреля, под влиянием солнышка. Вот вам, пожалуйста, сразу же лавровый венок. Карта победы и успеха. Кстати, вот Солнце — это еще и победа. Карта победы. Змея приползла к нам. О, тоже удача есть. Так, значит, смотрю, что там. Ага, ну вроде бы вам все видно. Давайте проверим еще горизонталь, вертикаль. Посмотрим. Письмо есть. Так, есть письмо. Здесь нет. Здесь розу нельзя. И здесь, я не вижу совпадений. Получается 4 события у вас. Первое — успех в работе, в делах. Удача в этот день вам сопутствует. Получение информации, новостей. Помните, я говорила, что по Солнцу может быть получение. И змея. Контакт, общение со змеей. Ну, это может быть негативным тоже событием. Так как змея — это человек, который, не знаю, там, хочет нас обидеть, пытается там, нас как-то обозвать, критикует нас и так далее. Но иногда змея — это просто по характеру такой человек. Допустим, нам он ничего плохого не желает и не делает, но по характеру такой. Поэтому как проиграется, не могу сказать. Тем более, видите, рядом нет никаких событий. Если рядом есть события, оно еще более-менее так подсказывает больше, как проиграется. Но так я вам тут не скажу. Но будем надеяться, что даже змеи в этот день шипеть не будут. Да, так как будет день солнышка. А будут греться на солнышке. Благодарю за внимание, Овны. И переходим... день рождения, Овны. 14 апреля, кто родился, у вас очень классный, крутой год начинается, потому что он будет идти под влиянием аркана Солнца весь год. Да? То есть это год ярких, позитивных событий. Это такой год незабываемый. Поэтому очень у вас начинается интересный период в жизни. Благодарю за внимание и переходим мы к Тельцам. Смотрим. 14 апреля, Тельцы. Вторник, события дня.
будильник. Яблоко. Мешок с деньгами. Цветочек. Угу. И флаг есть. Тут еще чемодан был. Можно было или флаг, или чемодан сложить. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Значит, смотрите, что получается. 5 событий. Во-первых, первое предупреждение по времени. Правильно рассчитывайте, распределяйте время, потому что в этот день вы можете там опаздывать, спешить, вы можете там проспать будильник и так далее. Со временем дружить не будете в этот день. Дальше деньги выпадают. Ну, мешочек — это чаще расходы. Расходы, покупки, чем доходы. Исполнение желания. Возможно, это как раз расходы на исполнение какого-то желания. Победа в работе, в делах и слезы. Ну, тут, скорее всего, что слезы радости. Я думаю, что мы не видим с вами плохих событий. Тем более рядом выпадает победа. Поэтому это какие-то эмоции позитивные, скорее всего, будут. Еще яблоко иногда проигрывается как соблазн, соблазн искушения, когда нас кто-то на что-то, да, вот соблазняет. Поэтому тоже может таким образом еще проиграться. В общем, такие события. Тельцы, в принципе, в целом день позитивный. Главное вот правильно по времени здесь все рассчитать. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Близнецы. 14 апреля, вторник. События дня — близнецы. Угу. Первое событие — подсвечник. Надежда на решение вопроса, скорее всего, будет. Так, что-то у меня какое-то ощущение, что здесь что-то есть, а я как будто бы не вижу. Кровать. Роза. В общем, если вы здесь что-то увидите, тут, в принципе, в этой колоде, видите, значения подписаны, значения этих событий. Цыпленок, может быть, цыпленок. Потому что мне казалось, что где-то вот здесь. Так, ну здесь не вижу. Получается, солнышко мы с вами не можем соединить здесь. Нет. Нет, яблоко нельзя соединить. Нет. И здесь тоже нет. Получается 5 событий. Первое событие — надежда, подсвечник выпадает на вторник. Дальше нерешенный вопрос. Какой-то вопрос не решается. Ну, может быть, у вас там остается надежда решить его в другой день. Если мы посмотрим ножницы, в принципе, недалеко друг от друга. Поэтому скоро уже возможно решиться, но не во вторник. Дальше свидание, интимная связь выпадает. Поэтому, видите, тут в личной жизни все прекрасно. Как я и говорила в начале видео, когда выпадает аркан Солнца, очень хорошо заниматься личной жизнью, детьми, увлечениями, хобби. В общем, ну не делами. И мы видим, да, дела не решаются, зато
В личной жизни супер. И выпал цыпленок, а цыпленок это дети. Хорошо проводить время с детьми, внуками, там, племянниками, крестниками. В общем, там, где много детей, где весело, шумно и так далее. Ну и цыплята часто показывают, что вы о ком-то будете заботиться в этот день. Так что вот такие события. Все хорошо в личной жизни, но не решается какой-то вопрос у вас во вторник. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к ракам. Так, раки. 14 апреля. Раки, события дня. Угу. Разлетаются, переворачиваются, крутятся. Так, раки, вторник. Что там за хаос у вас творится с этими картами? Корона. Угу. Чашка чая. Тут еще, видите, есть этот тайная встреча. 2 кольца. Или то можно соединить. Так, вижу подарочек. Любовь. Угу, будильник. Ну вот, скорее всего, по времени у вас там будут вопросики, потому что и карты падали, перемешивались, крутились. Это всегда указание на то, что будет какой-то хаос со временем. Метла. Так, ну здесь не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Получается, значит, первое событие корона. Это общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Прям, может быть, в первой половине дня. Корона это, может быть, там, не знаю, начальник, какой-то там налоговый инспектор, не знаю, там, консультант какой-нибудь там финучреждение. В общем, какой-то влиятельный человек. Дальше гости, любовь, подарки. Это вот хорошие события. Гости, любовь, подарки. И 2 предупреждения. Правильно распределяйте время в этот день. И ссора еще может быть. Метла – это разногласия, мелкие какие-то недопонимания, ссоры с другими людьми. Поэтому 2 предупреждения. Ссоры и проблема со временем. Возможно, как раз ссора будет из-за этого, из-за того, что по времени возникнут какие-то вопросики. Так что вот 2 предупреждения на вторник для вас, раки. Ну, зато все хорошо будет в любви. Как, в принципе, я в начале видео и говорила, что у нас аркан Солнца – это день, который всегда предвещает хорошие события для личной жизни, для любовных, личных отношений, семейной жизни там, и так далее. Смотрим дальше. Лев. 14 апреля, львы. События дня. 14 апреля, львы, события дня. Угу. Сразу же первое событие подкова. Причем, смотрите, выпадает подкова и доход. Возможно, подкова будет связана, ну, удача будет связана с финансами, прибыль. Тайная встреча.
Новости. Молния. Мечи. Ну, здесь нет, горизонталь, вертикаль. Значит, первое событие выпадает удача, показывает, что вам в этот день будет сопутствовать удача и будет вам вести. Будут финансовые поступления, доход, может быть тайная встреча, получение какой-то информации, которая может вас даже шокировать. Еще это могут быть новости в электронном виде по молнии. Ну, чаще всего тогда вот новость, которая меня там ошарашила, как ударом по голове молнией. И вот минус. Есть одно событие негативное, это мечи. Мечи — это конфликт, выяснение отношений, там, споры с кем-то. В общем, иногда там конфликт, допустим, может быть там на наших глазах, когда мы свидетели какого-то конфликта. Так что тут вот напряжение. 2 меча однозначно показывают напряжение. Тоже может быть. Так что вот это предупреждение, львы, для вас на вторник. Благодарю за внимание. Переходим к девам. (14 апреля, вторник, девы). Первое, что я вижу, это весы. И смотрите, здесь еще была расческа, неприятность. Если вы увидели первую расческу, тогда проиграется она. Я увидела первые весы. Шарики. Лавровый венок. Горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается 3 события. Первое событие — сложный выбор в этот день, может быть весы, колебания, сомнения при выборе. Дальше хорошие новости, очень позитивные, какие-то радостные, и успех в работе, в делах. Ну вот у вас, видите, карты показывают, что именно Солнце проиграется как успех именно в работе. Хотя обычно в этот день больше карта показывает личные отношения. Но у вас про личные вообще ничего не выпало. Но зато выпал успех в делах. Так что вам как раз во вторник нужно заниматься делами. Такая информация для вас. Девы на вторник. Благодарю за просмотр. Переходим к весам. (14 апреля). Весы. Любовь. Первое событие. Корабль.
бабочка. Угу, машина есть еще. Так, ну и давайте смотреть, что у нас здесь. Есть якорь, вижу. Якорь. Лебедь. Теперь смотрим вертикали. Конфликт есть. И здесь нет. Получается, раз, два, три, четыре, 7 событий. Первое у нас выпала с вами любовь. Точно все хорошо будет в личной жизни в этот день. Любовь, потом дальше выпадает ожидание, деловой разговор, дорога, конфликт, скандал. Вот это предупреждение. В этот день вы можете с кем-то поругаться. Гармоничные отношения в паре. Ну, вот лебедь выпал, любовь и верность. И по якорю остановка, прибытие. Возможно, если мы берем дорогу, то якорь это когда в один день мы, получается, и выезжаем, и приезжаем в какое-то место. Машина, кстати, может показывать дальние расстояния. Поэтому вот в этот день куда-то можете прибыть по якорю. Также еще якорь, второе значение, это остановиться, закончить, поставить точку. То есть, возможно, по якорю в каком-то вопросе поставите точку. Либо укрепятся отношения, да, вот, например, якорь и лебедь, если брать вместе укрепление отношений, да, то есть когда пара, например, там, принимает решение там, пожениться или там, встречаться и так далее. Как вариант может так проиграться. Ну, либо в деловом разговоре, да, по якорю, не знаю, закрепите какие-то договоренности, может быть так. В общем, все события плюс-минус хорошие. Вот за исключением только конфликта. Нужно постараться избежать в этот день конфликт. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Так. Смотрим скорпионы. 14 апреля. События дня скорпионы. Угу. Прибыль. Хорошо. И мечи. Прям сегодня мечи частенько выпадают. Выяснение отношений, споры. В этот день могут быть конфликты. Хотя обычно Солнце такая карта мирная. Ну, у нас сейчас Марс идет в этом Овне, поэтому это неудивительно, что сейчас многие могут ругаться. Якорь. Так, ну здесь я не вижу больше. Если вдруг вы что-то где-то найдете, тогда у вас то событие тоже проиграется. Значит, я нашла 4 события. Во-первых, это прибыль, финансовые поступления в этот день, конфликт, выяснение отношений и рядом змея. Возможно, выяснение отношений со змеей может быть. А змея это человек, который может нас там как-то задеть, обидеть, унизить, обозвать там и так далее. И якорь, скорее всего, вторая половина дня проходит по якорю. Это никаких событий не происходит. Вы где-то останавливаетесь и все время находитесь на одном месте, и событий никаких нет.
Ну, если рядом нет событий, то чаще всего он таким образом проигрывается. Может еще, например, показывать, якорь проигрывается, как поставить точку. Например, да, вот если мы говорим о конфликте, то есть поставить точку в каком-то конфликте или там разорвать отношения, как вариант. Может быть так. Ну, я думаю, что в вашем случае он проиграется, как просто нет никаких событий во второй половине дня. Кстати, еще как вариант, знаете, что конфликт может быть из-за денег. Видите, выпадает прибыль и рядом конфликт. Вот они могут проиграться вместе, конфликт на почве финансов. Так что такое предупреждение, скорпиончики, не ругайтесь в этот день. У нас день солнышка, яркий, позитивный день. Надо, наоборот, дружить, мириться, ни с кем не ругаться. На вот этих змей не обращать внимания. Благодарю за просмотр. Переходим к стрельцам. Стрельцы. 14 апреля. Вторник. События дня. Часы и расческа. Какие-то неприятности будут со временем в этот день. Угу. Деловая встреча. Ну, может быть, опоздаете на встречу. Или придется ее переносить. Успех в делах. Ну, несмотря на это все, видите, все равно в делах идет победа, результат. Угу. Роза. Дерево. Любовь. Цыпленок. Любовь, дети, семья. Бокал. Мероприятие с любимым человеком, с семьей, семейные, может, какие-то посиделки во вторник. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю, что я нашла. Предупреждение. Одно, значит, может быть неприятность в этот день какая-то во вторник. И она может быть связана со временем. Допустим, там перепутали время, перенесли, опоздали, задержались и так далее. В общем, со временем будет беда. Дальше. Деловая встреча. Успех в работе, в делах. То есть, скорее всего, эта встреча пройдет успешно. Приглашение. Свидание, приглашение и какая-то приятная встреча будет по розе. То есть, если вот это деловая по свитку, то по розе всегда идет какая-то личная, приятная, там, с друзьями, с любимым человеком и так далее. В общем, приятная встреча, приглашение, застолье, любовь, семейные посиделки. Поэтому я думаю, что во вторник есть вероятность того, что вас пригласят на какие-то вот, на какое-то мероприятие. И, скорее всего, там будет ваша семья, любимый человек, очень может быть. Такая вот история здесь. Ну, в принципе, по аркану Солнца часто мы проводим время, да, вот нас там приглашают на день рождения, мы там на природе где-то можем быть, где нам там весело и хорошо. Так что, стрельцы, есть хорошее событие, но есть и предупреждение, что может быть неприятность, связанная со временем. Имейте это в виду. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Козероги. 14 апреля. События дня, козерожки. Чемодан.
Подарок. Угу. Цветок. Будильник. Мешок с деньгами. По горизонтали яблоко. Ну, здесь ничего не вижу. Значит, смотрите, первое событие чемодан – это встреча после длительной разлуки, либо разлука надолго в этот день. Подарок. Может быть, допустим, давно не виделись, да, и встречаетесь, и кто-то кому-то подарочек подарит. Либо наоборот, да, расстаетесь на какое-то время и на память что-то покупаете. Дальше исполнение желания, хорошее событие. Какая-то проблема со временем, но она не только у вас, она практически у каждого знака выпала. И когда у нас идет влияние аркана Солнца, это очень часто, да, вот со временем прям беда в этот день. Так что с часами дружить мы не будем. Деньги выпадают, но деньги чаще это расходы по мешку. И слезы. Ну тут опять же, это могут быть слезы радости, могут быть слезы грусти, да, например, там при расставании, при какой-то там ситуации. Поэтому тут я вам не скажу, как они проиграются. Ну, в принципе, особо плохих событий нет, только вопросы по времени здесь. Но опять же, повторюсь, это не только у вас, это практически у всех знаков. Благодарю за внимание, козероги, и переходим мы с вами. Переходим к водолеям. Водолей, да что такое? Прыгают прям, выпрыгивают из колоды. Водолей, вторник, 14 событие дня. Водолей, 14 апреля, событие дня. Угу. Ключ сразу выпадает. Колокольчик. Дорогу нельзя. Угу. Свиток. Месяц. Угу. Шарики. Хорошее событие. Так, ну что, побежали, смотрим, значит, что у нас с вами здесь. О, удача, отлично. Есть удача. Дерево нельзя, значит, здесь нет. Первое событие, ключ. Ключ говорит о том, что этот день может быть очень важным для вас. Вторник, 14 апреля. Также это день каких-то новых возможностей. Судьба будет открывать для вас новые двери. Может быть, пустые разговоры, болтовня с кем-то. Удача, опять же, видите, удача. То есть, возможно, эта удача улыбнется, и перед вами откроются новые возможности. Может быть, деловая встреча, тоже, опять же, хорошо. Встреча, ключ и удача. То есть, вот эта встреча, она может пройти очень удачно для вас. Хорошие новости вас ждут по шарику, радостные. И месяц показывает, что будет событие, которое происходит каждый месяц. То есть каждый месяц, там 14 числа, плюс-минус день, есть какое-то событие, что-то вы делаете. Вот опять оно будет 14.
апреля. Вот, ну, у вас, в принципе, вообще сейчас события. О, еще нашла друга. Увидела еще друга только что. Это может быть болтовня, колокольчик вместе с другом, да, то есть пустые разговоры, болтовня с друзьями в этот день. Так что у вас вообще шикарный день, все события хорошие. Удача, ключ, общение с друзьями, все отлично. Хорошие новости, шарики. В общем, благодарю за внимание, Водолей. Переходим к рыбкам. Сейчас посмотрим еще, что у рыбок. Так, рыбы. 14 апреля. События дня рыбки. Первая кровать, первое событие. Угу, колокольчик. Разговоры в кровати. Ключ. Шарики. Тайное свидание. Бокал. Так, бокал. Здесь не вижу. Цветочек, к сожалению, нельзя. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите. Первое событие выпали. Пустые разговоры, болтовня. Колокольчик с кем-то в этот день. Ключ. Новые возможности, какие-то перспективы. И вообще, вот ключ показывает, что этот день может быть для вас очень важным. Хорошие новости позитивные. Интимные отношения. Тайная встреча, свидание. Поэтому, видите, в личной жизни какие-то происходят мероприятия. И застолье, бокал. В этот день тоже где-то посидите. Хорошо. Так что у вас все события, в принципе, выпали позитивные. Разговоры, болтовня, отношения, возможности, хорошие новости. У вас тут все отлично, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.